Сейчас я кое-что скажу, и у любителей Советского Союза пукан разорвется на нет. Смотрите, мы же празднуем 9 мая, празднуем. Мы празднуем 7 или 13 января Старый Новый год. Мы же как бы отмечаем 23 февраля День Советской Армии, да, хоть и Советов давно не существует. Но смотрите, друзья, наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда так говорит. Мы, казахи, древний народ. Наша история не начинается с Советского Союза, наша история лежит еще глубже. Мы прямые преемники Улуса Джучи, то есть Золотой Орды. Да? Даже к его словам можно добавить про казахское ханство, которое существовало с 1465 года. Да? Смотрите, наш президент всегда говорит, то, что мы, казахи, должны изучать полностью свою историю, изучить конкретно Золотую Орду, Улус Джучи, да, и дать это все молодому поколению, казахскому народу, да. И вот, друзья, я вот что подумал. Если мы празднуем 9 мая, если мы празднуем Старый Новый год, почему бы нам, казахам, не праздновать победу в Урбулакской битве во главе с Джангирханом, да, в 1643 году, если я не ошибаюсь. Почему бы нам, казахам, не праздновать Ангракайскую битву, которую казахи выиграли, полностью истребили джунгаров, да, например. Это реальная победа. Почему бы нам не праздновать освобождение Саурана, то есть казахских земель, во главе с старшим джузом от кохандов? От кохандов именно освободил всех казахов Кенесары хан, да. Но Российская империя сказала то, что Российская империя помогла казахам освободиться от кохандов. Полный бред, да. И вот, друзья, чтобы противостоять этой пропаганде Советского Союза и как бы Российской Федерации, я предлагаю праздновать, назначить конкретный день и праздновать Ангракайскую битву, да, победу, Орбулакскую победу, да, как бы Коханскую победу, вот это вот все праздновать. Почему? Потому что мы, казахи, должны свою историю оставить своим преемникам, как бы своему поколению, да, новому. А то наши родители, к большому сожалению, жили сказками Советского Союза, где говорилось, вот, казахов не было, вас создал Ленин, да. Друзья, как думаете, как смотрите на то, чтобы праздновать все эти победы? Чем эти победы хуже того же 9 мая? Да? Подумайте и напишите в комментариях.